прямом эфире вечерний выпуск новостей в студии Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Здесь будут готовить бойцов мирового уровня. Только в одном крыле планируется порядка 15-20 классов. Классы будут по всем профилям. Рамзан Кадыров проинспектировал строительство международного центра. Дорожные проблемы все еще сохраняются. На данном участке автодороги водитель Бугаев совершил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части. В Грозном провели встречу со злостными нарушителями. Будущий Грозный глазами студентов. Я уже не со стороны, а внутри вот этого процесса, зная каждого студента, на что они способны. Да? И в результате я могу сказать, что нам не стыдно. Учащиеся нефтяного университета представили свои проекты на выставке. Рамзан Кадыров посетил строящийся международный центр по подготовке силовых структур. Здесь будут созданы все условия, в которых бойцы смогут отрабатывать боевые навыки. Глава Чечни выразил недовольство темпами строительства и потребовал усилить работу. Подробности в материале нашего корреспондента. Международный центр по подготовке силовых структур уже сейчас впечатляет своим масштабом. Здесь будут проходить все виды боевой подготовки. Помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов детально рассказывает, где и что будет расположено, а также о том, какие работы уже завершены. По главному зданию таким образом цокольный этаж по вашему плану. Здесь у нас планируется весь подвал практически. Это стрелковый тир с разными галереями и комплексами. Здесь в крыльях технические зоны. Медпункт со всеми с операционными, чтобы можно было первоначальную помощь делать. Первый этаж. Это офисный блок, где будут работать спортивные секции, всякие в общем, обеспечение центра. Главный холл, главный конференц-зал, столовая для проживающих. Здесь зона бассейна, зона спортзала с многофункциональными площадками внутри. Дальше это учебный блок, второй этаж. То есть здесь будет большое количество классов. И здесь. Тут только в одном крыле планируется порядка 15-20 классов, только в одном крыле. Классы будут по всем профилям. Миновзрывное дело, тактика, стратегия, то есть разные классы. Это фитнес-зона, да? Это фитнес-зона, да, то есть это мы сюда заходим, это как балкон получается. Балкон. И чтобы это место использовать, мы планировали здесь поставить тренажеры. Ну, чтобы было больше места, чтобы больше людей могло заниматься. Это бассейн, который большой, который до 25-метровой глубины. Этот проект не имеет аналогов в России. К примеру, тир, который будет построен на территории центра, сможет принимать даже Кубки мира по стрельбе. Кроме того, учли при проектировании и безопасность населения, чтобы процесс учения никак не мешал жителям близлежащих сел. Здесь вот эта вот вся насыпь, это насыпают специально для того, чтобы сделать валы безопасности для стрельбы. То есть там тактический город, здания, дома, вот эти все, то есть для безопасности. Проведено было исследование для того, чтобы мы здесь стреляли и работали, естественно, максимально то есть, чтобы все было по лицензиям, по закону, и чтобы пули никуда не улетали. Поэтому вот там вот с той стороны будут сделаны стрелковые галереи для автомата и пулемета, а также для снайперского направления, потому что вот та зона, она у нас максимально безопасная. То есть в ту сторону мы можем стрелять по закону, по всем исследованиям, в ту сторону из карабина. А вот эта вот площадка, вот там площадка она будет предназначена только для пистолета и пистолета-пулемета. То есть там будет стрелковые галереи. А туда будет все, да? В ту сторону, да? Да, вот туда вот. Да. Там несколько километров до села. Да. Возможности этого центра безграничны. Здесь можно будет проводить десантирование, подготовку в условиях лесного массива и крупных городов. Будут смоделированы жилые дома, чтобы максимально обучить ликвидации преступников в частном секторе, а также учтены ситуации с захватом самолетов, кораблей и наземного транспорта. Вот наш тактический город. Вот это вот дамба идет. Вот дамба. Вот это вот искусственное озеро. Вот они, стрелковые галереи. Вот они. Их будет много. В этом направлении будет безопасно вести огонь. А вот здесь вот будет сам городок. То есть это жилые дома, такие одноэтажные, двухэтажные. Это многоэтажный дом, 9-этажный, чтобы мы учились. Здесь школа, детский сад, офисный центр, чтобы мы могли отрабатывать все абсолютно вопросы. Также мы здесь долго думали, ломали голову, как это сделать максимально эффективно и дешево. То есть здесь какие-то нужны были бронированные листы и разграждения, и здесь закрывать, чтобы туда ничего у нас не улетало. Но, как
Оказалось все гениально и просто. И пришли к тому, что вот есть такие большие кубы пластиковые, и в них просто насыпается песок, и мы как кубики, как конструктор, выставляем их. Когда он прохудилось, мы просто убираем, ставим другой. Это, ну, то есть вот этим вот нашли решение, чтобы закрывать здесь все. Это и будет выглядеть как бы хорошо. Вот такая насыпь пройдет и здесь. Он будет разделять тактический город и искусственное озеро. Сверху планируем сделать кран, на него прицепить вертолет. И кран будет поворачиваться в одну сторону и в другую, подниматься, опускаться. Это нам нужно будет для того, чтобы отрабатывать десантирование с каната, десантирование с веревок. Мы сможем как на землю, так и на воду, и разные высоты. Этим самым мы сэкономим. Зачем нам постоянно гонять вертолет, поднимать его, опускать, тратить топливо, если мы можем вот это вот сделать. А второй вертолет у нас будет стационарно стоять, ну, макет вертолета, будет стоять на многоэтажном здании, на 9-этажном. То есть мы оттуда еще будем на канатах спускаться, десантироваться днем, ночью. Вот это вот участок именно вот горной подготовки. То есть здесь будут вывешены веревки, троссы. Будем учить людей, чтобы они поднимались по веревкам, спускались с прикрытием друг друга. То есть вот такие вот моменты именно отрабатываются, базовые элементы отработки. Темпами строительства такого важного объекта глава республики остался недоволен. Он отметил, что картину нужно изменить в ближайшее время и поручил первому вице-премьеру, ответственному за возведение центра, активизировать работу. Бетонный белква. За границей есть еще что. Я сейчас еду. Сейчас полностью дополнительно белый мусор мета. Каждый мета бомбы, чтобы мусор на самом деле. Я каждые 10 дней один раз буду приезжать сюда. Введение в эксплуатацию этого центра существенно повысит уровень подготовки чеченских бойцов, уверен автор проекта, глава региона. Совсем недавно по его инициативе инструкторский отдел по боевой подготовке прошел 10-дневные сборы в Иордании. Теперь команда проводит в горах усиленные тренировки, готовясь к чемпионату мира среди лучших спецподразделений планеты. Он пройдет в Хашемитском королевстве в середине апреля. Зураб Центроев, Рузана Веселаева, Ибрагим Налаев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. В республику с рабочим визитом прибыл депутат Комитета Госдумы по делам национальности Гаджимет Сафаралиев. Заседание с его участием прошло в Большом зале парламента. Открывая встречу, спикер чеченского парламента поблагодарил гостя за визит, а Сафаралиев поддержал идею Дуклахи Абдурахманова сотрудничать в продвижении различных законодательных инициатив. Он также сообщил, что в апреле в Грозном пройдет выездное заседание возглавляемого им Комитета Госдумы. Мы привезем депутатов там разных партий, разных регионов сюда с тем, чтобы на примере Чеченской Республики показать вот реализацию стратегии национальной политики Российской Федерации до 2025 года, которая была подписана в 2012 году президентом. У нас региональное отделение создавалось при Ахмад Хаджи Кадырове, первом президенте республики. И по его инициативе, по его наказу. С тех пор партия «Единая Россия», сейчас в Высшем Политсовете, Рамзан Кадыров, глава республики, в Генеральном совете, Дильгириев Абубакар. Он широко представлен, наши депутаты именно от «Единой России» в Госдуме. А самая большая фракция в парламенте Чеченской Республики тоже от «Единой России». То есть вопросы взаимосвязаны, которые вот действия, выборы парламента через фракцию «Единая Россия» и за прохождение наших законодательных инициатив, все наши отстаивания общих политических, юридических моментов наших регионов. В Октябрьском районе Грозного вручили ключи от новых домов сразу 3 многодетным и малоимущим семьям. Ранее они скитались по съемным квартирам или проживали у родственников. Поздравить новоселов приехал первый вице-премьер правительства Исатум Хаджиев. На 12-м участке побывала и Седа Сапарова. Региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова осчастливил сегодня сразу 3 многодетные семьи. Ключи новоселам вручил первый вице-премьер правительства Исатум Хаджиев. Он поблагодарил президента фонда Имани Кадырову за помощь, которую она ежедневно оказывает малоимущим семьям региона. فوند بزلايتي شوي مهنا أمانه يو سو قسم بيلقل شو نار صوف بيالتان فوق حدا في النطوة داو ساوي ثم داو أبوه بركل على أرقصون تان ديريز خي أيماننا رمزاننا شو نقطيق حيزن دول ديريز خي شو مصرنا
Первый вице-премьер правительства лично оценил работу строителей. Комнаты просторные, все коммуникации и отопление проведены. А главное, все после ремонта и уже обставлено мебелью. Семья Джаутхановых на протяжении 14 лет скиталась по съемным квартирам. У Ларисы 7 детей. Самому старшему 12, а младшему 1,5 года. Получив ключи от дома, первым делом Лариса осмотрела кухню, в которой она, как хорошая хозяйка, будет проводить основную часть своего времени. Здесь вода есть. В той квартире у нас даже воды не было. Региональный общественный фонд этой семье помогает не в первый раз. У самого младшего члена семьи, 1,5-годовалого Абдулкерима, киста головного мозга. Новый год качали его шола царство дыр. Инц арбус машела царство дал сагай вальцерос. В каждом доме сегодня провели религиозные обряды, прочитали мовлид и обратились с мольбой к Всевышнему. Сегодня Джаутхановы, как и остальные 2 семьи, впервые ужинают в своем доме. Теперь у новоиспеченных новоселов впереди только приятные хлопоты. Уже сейчас за чашкой чая они решают, кто и какую комнату займет. Седа Сапарова, Магомед Сулейманов, Дани Хавхаров. Новости. В Гродненском аэропорту совершил посадку новый самолет. Это первый регулярный рейс из московского аэропорта Домодедово. Пассажиров рейса встретили министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов, а также делегация из Москвы, представляющая авиакомпанию Red Wings и компанию Сухой, которая выпускает самолеты Суперджет. Это суперсовременное воздушное судно российского производства. По словам специалистов, при сборке самолета использованы самые лучшие высокотехнологичные материалы, что делает его одним из самых безопасных в мире. Дополнительный рейс в Москву – это только начало работы компании в регионе. В дальнейшем планируется открыть также рейс Грозный-Санкт-Петербург. Средняя скорость какая? Где-то в районе 800-850. Нет, хороший, обычный, в этом смысле реактивный самолет. Здесь он на самом деле на 80, потому что мировая интеграция. То есть она 80-85% состоит из лучшего, что есть в мире. Авионика, системы гидравлические, системы кондиционирования, все то, что лучше есть в мире, производится там, привозится в Комсомольск-на-Амуре, мы все это собираем. И другим событиям группировка «Исламское государство» продолжает шокировать мир своей жестокостью. Публичная казнь заложников, которые практикуют боевики, вызывают только еще больше гнева и возмущения по всему миру. Больше всех в этой ситуации страдают мусульмане, от имени которых экстремисты совершают свои злодеяния. Сюжет Талхазура Керимова. Эти кадры вызвали гнев и возмущение во всем мире. Члены террористической группировки «Исламское государство» заживо сжигают пленного пилота ВВС Иордании. Видео о казни сделали достоянием общественности, разместили в интернете. Этот факт в очередной раз доказывает бесчеловечность и жестокость авторов беспрецедентной расправы. جورتين جوحيوش إيه حق دول تون بيلوروش ياتز ده الدنيا جوح بولشانة عذاب تدش تحتوجدو إيماني وقت ملك أدمة دنيا جتو يخش الخانة ده القية تنبيل يخشتو إز هنا إيماني وأنا توبة دينا يدوخ كوالد تغن ساشش بوصل نحبو بوصل نح بوشش بوتر ده لا مدي قالهم من دوح البوش بويز ده المدي أنا دش خلوش وستك إز أدي أنو الآية كسل دشو إلش حديثا كسل دشو إز إش كرس بقال أوت دخو يقطعن بوصل بقولت أقول. Это не единственное видео, где террористы так называемого исламского государства демонстрируют свою жестокость. Съемки видеопыток, массовая казнь сирийских военных, убийство журналистов – все и не перечислишь. Жертвы ига – сотни и тысячи пленных, смерть которых каждый раз выкладывается в интернете триллерским сериалом. يلتنو عليه الصلاة والسلام يري اللي خليل توبة يؤز يلتنو عليه الصلاة والسلام كتليتن توبة يؤز لامز أودش خدوشون شو لامز يحاش تيل لامز شو لامز يحالج شو لامز دوستن خردوشون تار قوش المرخ
شو مرخني حاج شو مرقوبش دوت سنت آخر دوشون تير دوش دو قرآن شو قرآن دي حاج شو قرآن دوش دوت سن خير دوشون الله يلجنو أما تير إيمان تير عملا نيال أو لقشت حلم يرات الإلجنو عليه الصلاة والسلام قيت سحام الإلجنو عليه الصلاة والسلام هم شرار أمتي إيش أمتا أقرونش بوشون يقتلهم خيار أمتي إيش باير بوشون أمتا ديكو بولش. Что самое обидное, члены подобных группировок объясняют свои действия религиозными убеждениями. О том, что эти действия не имеют ничего общего с исламом, говорит множество фактов, ведь от их рук страдают в первую очередь сами мусульмане и ислам как религия. Европа чалка запада, нус метадон, Китай имдил что миллионы минах имани бос бол zaman чах цагудеш что бусал дин безам дох бусал дин дон again бос إيش سوفيش بلعار تيجاك إيش أخلو بلعار إيش تساعدون دير دوش نظمش بعند دوش تانا تساعدون دين جين بوس ونادون. Малочисленная вооруженная группировка, возникшая в 2006 году в Ираке, стала известна после начала вооруженного конфликта в соседней Сирии. Боевики, тогда еще ИГИЛ, прославились в этой войне крайней жестокостью. Политический кризис в Багдаде позволил террористам захватить значительную часть Ирака. Контроль над крупными нефтяными месторождениями принес организации большие деньги. Сегодня это самая богатая террористическая группировка. Успехи так называемого исламского государства чеченские парламентарии связывают с одним фактором. ИГ – это очередной проект, почти провалившийся со стороны Соединенных Штатов Америки, который создан для того, чтобы в лице этого террористического анклава создать нормальный, имеющий достаточно серьезную платформу и серьезные возможности, инструмент для влияния на цены на нефть. Под влияние ложной идеологии в основном попадает молодежь. Артур Байзуркаев один из немногих, кто сумел выпутаться из этой сложной ситуации. Он до сих пор не может понять, что заставило его оставить семью, жену и двух маленьких детей. ترافيق قيش ماشينش قيش قدعيلو شيء должность قيش إيش غوشة بويش بوشون полностью все сборы غوشة بويش بوش إت أسادن دو عليش بويش غوشة توان بيش بويش بوصلنا دو جماعات شو تيجا هنسون مسير تير شيء يتساعسون دو جماعات شو يدو جماعات غوشة توان بيش بويش بو. Молодежь в основном вербует посредством интернет-ресурсов. Но почему мы так наивны, доверчивы и легко поддаемся влиянию? Кто на самом деле стоит за этими группировками? Это вопрос, который сегодня должен волновать каждого. За ними стоят громадные ресурсы, особенно Соединенные Штаты Америки. Это желание доминировать во всем мире и управлять, и тотально управлять миром. Оно выступает как одно из действующих и вот таких уже глобальных организаций. Они уже на территории 3-4 государств действуют. И для этого нужны ресурсы, то есть молодые люди. Разумеется, мы должны вести идеологию, собственную идеологию, более эффективную, чем идеологии ИГИЛ или могут дать любые другие экстремисты. В нашем случае Чеченская Республика это что? Это традиционные ценности, это семейные ценности, это плюс и гордость за предка там, и так далее. То есть вот здесь, вот эти инструментарии, они должны быть преподнесены пропагандой как единственная полезная или единственно правильная, то есть идеология. Мусульманин не должен искать истину в социальных сетях. Главное уметь анализировать любую информацию и не принимать чуждую традиционному исламу идеологию, которая разрушает единство мусульман и ведет к братоубийственной войне. Алгазур Керимов, Ибрагим Налаев. Новости. Снижение аварийности и смертности на дорогах. Сегодня в ГИБДД состоялась встреча с нарушителями правил дорожного движения. Сотрудники полиции и духовенства говорили об ответственности. Автомобилисты, нарушая правила, рискуют не только своей жизнью, но и других людей. Детали встречи расскажет Аслан Ильбукаев. В дежурную часть отдела полиции по Грозинскому району поступило сообщение. Нетрезвый водитель наехал на пешехода. Все это произошло почти в центре Толстоюрта. На место происшествия сразу выехала оперативная группа. На данном участке автодороги водитель Бугаев, проживающий в этом же населенном пункте Толстоюрт, совершил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части, также пребывающего в состоянии алкогольного опьянения.
Джабраилова. Следственные действия возбуждены и проводится проверка. Попавший под колеса 61-летний Беслан Джабраилов скачался по пути в больницу, а водитель Валид Бугаев со своим авто отправлен на предварительную проверку, по завершению которой и будет принято решение о мере пресечения. По предварительным данным, оба участника ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения. Следователи уверяют, что в ближайшее время будут установлены все детали произошедшего. Чтобы предотвратить подобные случаи, еще 17 октября по поручению главы региона был создан оперативный штаб под руководством Вахита Усмаева. И сегодня в Центральное управление ГИБДД в очередной раз пригласили злостных нарушителей, которых не раз останавливали автоинспекторы. Также здесь упомянули и нарушения безответственных родителей, которые зачастую не пристегивают своих детей ремнями безопасности, не говоря уже о специальных детских креслах. Хотя за это нарушение предусмотрен штраф 3000 рублей. Взрослые нарушали требования правил перевозки детей, то есть не применялись специальные кресла или специальные удерживающие устройства, которые совместно со штатными ремнями безопасности в автомашинах применяются, и чтобы обезопасить детей. Участники встречи привели статистику. За 2 месяца Нового года 10 аварий с участием детей, в которых погибло 4 ребенка. Так что работа с нарушителями будет только усиливаться, обещают в автоинспекции. Асан Алибукаев, Халид Мавсаев. Новости. Мурат Тагиев встретился с молодежью Наурского и Натеречного районов. Главной темой встречи стала профилактика ваххабизма, терроризма и наркомании. Здесь также присутствовал и куратор Натеречного района Абухусейн Бисмурадов. В беседе с молодыми людьми гости призвали их не поддаваться пропаганде экстремистов и следовать канонам ислама и традициям предков. Взгляд студентов на современное строительство. Учащиеся нефтяного университета представили свои проекты зданий. Посетители смогли оценить дизайн выставочных центров, музеев, библиотек и других строений, представленных будущими архитекторами. В их числе был и наш корреспондент Хамзат Аюбов. Город современной архитектуры. Так называют чеченскую столицу туристы. С каждым годом в Грозном появляются новые здания и скверы. Но уже сегодня студенты нефтяного университета пытаются представить, каким будет город завтра. За последние несколько лет сильно изменился, расцветает. И мне кажется, Грозный уже через 5-10 лет будет еще более красивым, еще более современным городом. Столицу будущие архитекторы отобразили в своих проектах. На выставке представлены лучшие работы. Деловой центр Грозный Сити с обновленным дизайном, выставочный зал современных технологий, музей искусств и другие. Я выполнил задание интерьера выставочного зала современных технологий в стиле хай-тек. Стиль и характер данного интерьера подчеркивается использованными материалами, такими как стекло, железо, стерильный пластик. Это придает помещению ощущение стерильности и технологичности, о чем и есть мой проект. Чтобы придать своему объекту современный вид, Рамзан Цацаев выполнил его в виде летающей тарелки. На такой рисунок, делится автор, его вдохновил художественный фильм о будущем. На эту работу у него ушло около 3 месяцев. Особенность этого проекта в этой фактуре, как-то выглядит она как-то космически, не знаю, похоже на вот эту летающую тарелку из фильма «Звездных войн». В роли главного критика на выставке заведующий кафедрой архитектуры Шадид Насуханов. Он автор таких проектов, как Национальный музей и Национальная библиотека, которые стали украшением современного Грозного. Я уже не со стороны, а внутри вот этого процесса, зная каждого, можно так сказать, наших студентов, на что они способны. Да? И в результате я могу сказать, что нам не стыдно даже вывести. Мы участвуем на конкурсах, Ростове мы участвовали, где выставлялись наши работы. И, кстати сказать, они получили поощрение, грамоты. Здесь отметили, что уровень мастерства чеченских студентов растет с каждым годом. Свидетельство тому и растущее число членов Союза архитекторов России из Чеченской Республики. Сегодня их уже 24, из них 18 выпускники нефтяного университета. Хамзат Аюбов, Магомед Сулейманов, Дани Ховхаров. Новости. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале Грозный.